Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 134. Жизнеописание 21. Уйгур Сибан. Дипломат спасает Монгольскую империю Юань. Сибан. Уйгур. Отец его Кэли Беганчи имел рост 8 чи, умом и отвагой превосходил других. Услышав, что Чингисхан Тайцезу предпринял северный поход, возглавил войска и пришел с готовностью. Участвовал в походе на мусульманские страны, многократно совершал подвиги. Чингисхан хотел щедро наградить его, но он сам попросил назначить его Даругачи наместником в городе Куньлю своего уйгурского государства. Чингисхан согласился с этим. Во время мятежа Арик-Буги император приказал Сибану отправиться в Хэси для надзора за доставкой провианта армии. На обратном пути к северу от Сицезина узнал, что Темникаши Темур и другие собирают воинов, чтобы присоединиться к Арик-Буге. Сибан, превысив полномочия, объявил их войскам приказ следовать в ставку императора Хубилая. Аши Темур колебался и не мог решиться. Сибан подробно разъяснил ему суть дела и сказал: «Император – старший брат, Арик-Буга – младший брат. Следовать за старшим братом – это правильное дело. Так в чем же сомневаться?» Аши Темур и другие попросили обсудить это ночью, договорившись дать ответ на следующий день. И выставили охрану вокруг Сибана в ожидании. На следующее утро они явились и сказали: «Последуем твоим советам». Сибан, действуя по обстоятельствам, немедленно выдал их войскам провиант и жалование из запасов Сицезина. И затем повел их к императору. Представ перед императором, Сибан доложил все. Император вздохнул и сказал: «На поле боя получи помощь даже одного человека, и это уже полезно». А Сибан привел 20 тысяч воинов, разве его заслуга мала?